Башни и фамильные крепости Верхней Балкарии под угрозой полного разрушения. Республиканские власти и местные жители не в силах повлиять на ситуацию. Памятники носят статус федеральных, и любое вмешательство грозит серьезными санкциями. Добиться выделения денег на реставрацию пока не удается. Вопросом, как сохранить историческое наследие, задалась наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Исторические памятники Большой Балкарии – оборонительные, феодальные, погребальные и культовые. Нигде в республике не встретишь такого сосредоточения древних поселений с фамильными кварталами и фортификационными сооружениями XII века. Вот только состояние их из года в год становится все хуже. Яркий пример – культурный объект Средневековья замок Курнаят. Местоположение крепости уникально. Она построена на стратегической высоте, откуда как на ладони видны Черекское и Суканское ущелья. Снимки начала прошлого века свидетельствуют, таким был замок всего 100 лет назад. В настоящее же время вы сами видите, что осталось буквально несколько стен, и то они находятся в таком состоянии, что если даже просто человек задастся целью их толкнуть, то они обвалятся в пропасть, и на этом история этого замка может закончиться. Не в лучшем состоянии и визитная карточка ущелья – феодальная крепость Абаевых. Монументальная, с четкими крестами на стенах. Память о том времени, когда балкарцы исповедовали христианство. Башня Амирхан-Кала, построенная на огромном валуне и неудачно отреставрированная 30 лет назад, также нуждается во внимании. А вот постройкам в фамильных селах, которые не охраняются государством, повезло больше. За ними в меру своих возможностей следят сами верхнебалкарцы. Пример – вот эта старинная мечеть. Но усилиями местных жителей, которые были не безучастны к судьбе этого, уже получается памятника истории. Верхняя часть стены были доработаны. Однако решить проблему усилиями одних только местных жителей не получится, в первую очередь потому, что большинство памятников носят статус федеральных, и любое вмешательство грозит миллионным штрафом или реальным сроком. На республиканском таком уровне этот вопрос поднимать, все-таки таких объектов немного. Это наша история, и просто будет стыдно перед последующим поколением, если мы эти объекты не оставим хотя бы в том состоянии, как они были задуманы. Если мы не оставим, это просто грош нам цена. Получается парадоксальная ситуация. Собраться всем селом и отреставрировать башни нельзя, а наблюдать издалека, как вековые постройки рушатся, можно. В республиканском Минкульте отмечают, все проблемы упираются в деньги, вернее в их отсутствие. В целях сохранения этих памятников вообще на территории республики Министерством культуры ежегодно подаются заявки в федеральную целевую программу «Культура России 2012-2018 годы». Все наши заявки приняты на рассмотрение, но пока в финансовый план мы не попали. В финансовый план не попало и историческое село Зилги. Из этой крепости когда-то огнем подавали сигналы тревоги по всему ущелью. Крепость Зилги – старейшее оборонительное сооружение Черекского ущелья. Ее возраст около 800 лет. И то, что она относительно хорошо сохранилась, заслуга далеко не человека. Просто возвели ее в крайне труднодоступном месте. Некогда жизненно необходимый для местных жителей, неприступный даже для такого грозного врага, как Тамерлан, крепости и башни Большой Балкарии оказались совершенно безоружны в мирную эпоху. Ветер, вода, а главное человек стали недругами, которые по своей разрушительной силе превзошли даже время. Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария.